Оле олacak galiba men de mında bir şiir okuyacağım. Onun için en belli, en bildi şiir. Не купленный билет. Мен оны Cevahir Emirovna'nın hatırasına bağışladım. O kadınçık Kırım'na hasret olup, vatanı görmeyip, Özbekistan'ın şehirde, Yangi Yül şehirde ölgen edi. Bağışlayacaksınız beni. Kartım onun için benim bakarım içine. Bağışlayacaksınız. «Некупленный билет» – одно из самых известных моих стихотворений, и оно написано на реальных событиях и посвящено памяти Джеваиры Эмировой, которая умерла в городе Янгиюль Ташкентской области, так и не увидев Крыма. В том году все лето было жарким, но не это в памяти моей. Умирала старая татарка вдалеке от родины своей. Задыхаясь, об одном просила и в бреду своем, и в полусне: дети, я прошу, кусочек Крыма покажите перед смертью мне. Черноморскую водой бутылку подносили матери глазам, головой качала. Только жилка билась, закрывая путь слезам. Дочь ей ломтик груши подносила: мама, видишь, крымская бера. Нет же, дочка, не кусочек Крыма. Я же говорила вам вчера. Позовите сына поскорее, он меня, наверное, поймет. Сын, тебя под сердцем грело. Посади меня на самолет. Я еще сумею встать с постели и дойти ногами до такси, чтобы увидеть Крым. Да неужели Бог не даст для этого мне сил? Уходил глаза от близких пряча, сились поуверенней шагать, а потом сидела за домом, плача, силы собирая, чтоб солгать. Возвращался. Мама, нет билета. Смотрит мать с отчаянием немым. Знаешь ведь, родная, что на лето невозможно взять билеты в Крым. Я не верю. Попроси соседа, друга, тот с влиятельной роднёй. Я там Бога попрошу, что беды обошли их семьи стороной. Уходил и возвращался снова, с каждым разом повторяя «нет». Мать уж больше не корила словом, только взглядом жгла: где мой билет? А потом: молчи, сынок, я знаю, что добра ты матери желал. Только брат твой, что погиб в том мае, он бы мне билет домой достал. Торопитесь. Я уже не в силах смерть упрашивать о каждом дне. Дети, я прошу, кусочек Крыма покажите перед смертью мне. Сколько можно болью резать душу? Хватит, мать, молчи, не говори. Умерла с открытым взглядом, ждущим и рукой, протянутой к двери. Знаю я, у всех трудна дорога. Хватит многим матерям и бед, и лет. Но прошу вас, люди, ради Бога, дайте нашим старикам билет. Şunda beni o hocam bir şiirini, o da şiir bir otuz'a verdi.
Тізілгеве жазылған еді, ама o vakka yazılgan duygusunu benim aslı yürekten çıkmay. Что буду делать я без этой боли, когда когда-нибудь вернусь домой? Для сердца жить, привыкшего в неволе, не станет ли убийственным покой? Боль — это часть души моей жизни, забыть мне не давала, кто я есть, чья в жилах кровь течет, какой отчизны кричит во мне поруганная честь. Боль — это памятью отцовской стала, и деда неувиденным лицом, и запоздалой ярости началом, и застарелой трусости концом. Она однажды цепью приковала меня навек к народу моему, и я одна из многих тысяч стала, чье сердце похоронено в Крыму. Она открыла мне глаза и уши на горе незнакомых матерей. Отсутствие беды лишает душу. Нехватка счастья делает добрей. Она мне дорога. Я все приемлю, чем болен мой измученный народ. Ведь боль моя — мой путь в родную землю, которым я иду из года в год. Yazılgan. Я сплю, а мимо ходит леший, дубинку пряча под мундиром. Он бдит, довольно ли сон успешен, а вдруг проснусь опять с задирой и стану умничать без меры, глаголом жечь и семя сеять, крамольную лелеять веру, что хмарь и чернь развеет ветер. Начну, как встарь, искать ответы, не верить лжи в обличье правды, во тьме тайком сойдусь со светом, найду прохладу в пекле ада. Сорву я с губ часть молчания и закричу, что было мочи о всех земли моей печалях, и день свободы напророчу. Я сплю, я жду, устанет лишь, мой сон дубинку переможет. Тогда приснится мне надежда, быть может. Yazıkken кимерсе yazı çoktan yazılgan şiirlerim bugün de pek aktüel. Олардың бірісі мен Беким 8-9 сәвел yazılgan шир, Мусе Мамутқа башлаган ширны, о шир бүгін пек актуаль. Ты видишь, Родина, горят твои сыны. Так много пройдено, а мы не спасены от серой сволочи, от своры дураков, от хмурой морочи бесчисленных оков, от беззакония разбойничьих властей, от запогоненных хозяев всех мастей, от недолеченных историй плутов, за парты пелеченных, злом меченых шутов, от дури собственной, готовой всех псарей с доверием родственным величить до царей, не видеть пошла нас пророчить истого спасения от Иуд, и в ложных истинах не видеть явных пут. Пока в достатке вор, пока дурак в чести, готовы их позором и на костер нести, но в том огне сгорит Иуда и подлец. Наш пепел говорит, что скоро им конец. Сегодня мы в огне, а завтра чей черед? И в смерти на коне мой огненный народ. Алгышлар.
Лилия Ханым Бучуева, Sayın dostlar. Şüphesiz Leyla Hanım'ın şiirleri gerçekten kuvvetlidir, emniyetlidir. Ulanma okuvanda ya da dinlegende yürek sızlay ve heyecanlanan. Şüphesiz vatanına olan büyük sevgi Leyla Hanım'ın eline kalem tutturdu. Men de eminim ki Kırım'ın manzaraları ve tabiatı da ilham bağışlaydı. Güzel Kırım, kimni ilhamlandırmaz? Men razım, şimdi bizlerini Seyit Abla Mehmetov ilhamlandıracak, onun icrasında güzel Kırım yeri. Karşılayamaz Ukrayna'dan ve Kırım'dan nam kazanan artist Seyit Abla Mehmetov.